Итак, стоит у нас Везель на масляном сервисе. Промываем двигатель 109-кой. Также обслужили роботизированную коробку передач, поменяли жидкости в сцеплении, поменяли масло в коробке, почистили дроссельную заслонку. Также будет замена масла, замена всех фильтров, салонный фильтр поменяем также. В общем, полное техническое обслуживание автомобиля. Так, Везелю сейчас будем менять антифриз. Что-то тачки сегодня прут. Нормально так. Такое автомобильное обслуживание Toyota Wish. Замена антифриза идет. Заливаем минус 50 ТСЛ. В общем, что могу сказать про эти автомобили? Машина очень хорошая. Двигатель 1.8. Стоит здесь у него 1 ZZ на вальвоматике. Вот он, блок вальвоматика. Это у них самая основная болячка этих автомобилей. Они были на премках, на Леонах, на вот этих вишах, по-моему. Еще какие-то были тачки на 1.8 с такими же двигателями. Двигатель такой здоровенький, мощный, крутящий момент у него хороший. Вот. Ну, в принципе, машина вот такая вместительная очень. Конкурент, наверное, все-таки, да я не знаю даже кому конкурент. Он по вместительности больше всех будет. Больше шаттла, больше приуса, альфы. Вот. Именно по своей вместительности это, конечно, здоровый минивэн. У него дверь только вот эта вот больше, чем даже на крузаке, наверное. Ну, такая же, в принципе, как на крузере 200. Здоровая тачка. Ну, как-то так. Сейчас заменим антифриз и поедет дальше. Масло поменял на нем тоже. Вот такой автомобиль у меня был на диагностике. Сломалась датчик системы заряда у него. Красавец. С панорамной крышей. Сейчас Везель будем загонять. Вот ручник у него, как на Везеле, уже электронный идет. Везель на максималках, короче. Че? Вообще жесть, да? Вся якутская грязь там, да, под капотом. Со всей Якутии собралась. Да. С олимблоками собрались нахуй. Жесть. Потом думаю, что с олимблоки у нас рвутся. Просто так. Просто так, хуевое качество. Поездили, думаю, как хватит нахуй ездить нахуй. Такое, ребята, масло у нас. Ой, масло говорю. Ребята, у нас двигатель после дымится. Камера сгорания вся в грязи. Ну, лаченость большая. Вот, просто это лакоотложение. Жесткие лакоотложения, да. Вот. Вот. Она как бы рукой, конечно, чистит. Не, ну, может. Так, ребята, всем привет. Вот сегодня у меня вот такой вот NX 200T. Турбовый автомобиль. Lexus все-таки. Такая тачка красивая. Здесь у нас что по салону. Все шикарно. Вот так вот. Ну, это премиум. Это уже как Harrier, можно сказать. Паркетник. Ну, даже Lexus они покруче будут. Меняю антифриз. У него здесь два контура этого охлаждения получается. Один бачок. Ну, можно сказать, как в гибриде системы сделали, только для турбовых машин. Отдельно бачок у него под турбину, отдельно бачок у него под основной. Наоборот, то есть, да, вот это под турбину, вот это под основной. Вот. Двигатель вот такой вот турбо. Турбинка вот у него идет. Ну, в общем, серьезно все сделано.
защиты куча. Сейчас сливается антифриз. Будем заливать свежий ТСЛ. Минус 50 же, да? Купили. Ну-ка посмотрим, что там купили-то. Минус 50, да. Ну, нормально. Для наших якутских условий ТСЛ-ку будем заливать. Как-то так. Говорят, есть проблема с развоздушкой этой машины. Ну, сейчас мы это все посмотрим. В принципе, там есть кран у него для развоздушивания. Думаю, что справимся. Отъезжайте. Все. Антифриз Lexus поменяли. Такой красавчик. Первый раз у меня был CT200T на обслуживании. Вот. Все разобрался, все нормально. Тачка с электронным ручником тоже. Ну, это лакшери, ребята. Это лакшери тачка. Так, моем двигатель Camry 50-й кузов. Мою со 109-кой. Двигатель уже такой, непонятно на каком масле ездил, постоянно на разном масле. По книжке видно, что ему заливали там разные масла. Было и Zepro, и Demitsу. Последние разы злили Takumi. Takumi не очень хорошее масло, поэтому как-то так. Сейчас помоем движочек и зальем хорошее масло Moly Green Premium. Обслужили камбрюшку, заменили масло, сделали масляный сервис, заменили масло в коробке. Следующее, он приедет к нам, будем чистить форсунки. Вот. Свечи менять. Ну, профилактические работы будем проводить, в общем, с этой машиной дальше. Все, заезжайте. С Максом подогнали нам сегодня вот такой вот подарок, короче, от нашего клиента. Везели, обслужили. Походу мы сегодня забухаем. Так, ребята, всем привет. Вот такой вот у меня сегодня красавчик на обслуживании. В общем, человек решил обслужить свою машину. Будем в нем менять масло в коробке. Также, говорит, свечи посмотреть. Может, буду менять, а может и не буду свечи менять. Надо их глянуть. Если контакты ушли хорошо, то надо будет менять. Вот, свечки, если что, вот у меня есть комплект. Оригиналы будем ставить. Вот, так что еще здесь? Обслуживание ВВБ будет у нас. Вот. Ну и дроссельную заслонку почищу. Дроссель тоже грязный. Ну, прежде чем это все делать, мы сейчас сделаем диагностику. Это одна из самых, ну, одна из моих любимых машин, как бы, Prius Alpha. Я ее очень сильно люблю. Мне нравится она как бы за свою вместительность. Вот. У нее очень классный дизайн на самом деле. Ничего лишнего. У нее очень строгий дизайн на самом деле. И она как-то вот, ну, 30-й кузов очень красивый, конечно, получился. И Альфа вообще, она для своих годов просто изумительная. Вот эти вот у нее фары, вместительный багажник, то, что у него трансформируется очень хорошо. Сиденье заднее, вот это вот, можно его складывать, прямой пол делать, возить что хочешь. В общем, тачка шикарная. Вот. Ну, что-то смотрю грязненько. Здесь вот в салоне надо всегда убираться. Вот эти вот, ну, чтобы всегда было чистенько. Именно я имею в виду эти коврики, чтобы тоже были всегда чистые, потому что там много пыли. Сюда как бы все в воздуховод летит и батареечка засирается. Вот. Ну а так, в принципе, что, машинка у нее очень удобная. Мне нравится ее внешняя панель, вот это вот получается тоже. И вот за вот этот подстаканник мне она очень нравится. Вот эти кнопки очень удобно расположены. Подлокотник.
все как-то сделано прям. Ну, серьезно прям. Не докопаешься, короче. Что еще? Ну еще, сейчас мы ее просадим. Батареечку посмотрим. Проверим свечи зажигания. Посмотрим сейчас систему EGR. Как она, в каком состоянии. Вот такое табло у Альфы. Красивое. Ну, даже сонар стоит у нее. Но это внештатный уже. Так. Музончик. Музыка стоит обычная, ну в смысле штатная магнитола, но она японские очень качественные. Велюр у нее очень-очень качественный. Прям сиденья, вот эти материалы классные на Альфах. Поддержка такая по-спортивному прям сделана. Так что Альфа очень шикарная тачка. Я бы себе как вторую машину, как хозяйку, как помощницу купил бы такую машину обязательно. То в принципе и шаттла можно взять на вариаторе. Вот. Шаттл тоже мне очень нравится. Ну, Альфа мне как-то больше нравится, если честно. Посерьезнее. Тут как-то сидишь себе человеком, чувствуешь, как-то все так серьезно, короче. Вот есть машины, которые как игрушки, да, а есть машины, которые ты в них сидишь как в кабинете, как директор какой-то, короче. Вот. И чувствуешь себя каким-то серьезным дядей, ну, в годах, грубо говоря, да, которому нужно что-то более серьезное, а не вот как игрушка какая-то. Вот. Если шаттл это более молодежный автомобиль, и он будет прикалывать только, ну, молодежь, да, грубо говоря, там, ну, от 20 там где-то и выше пошел, до 30-ки, грубо говоря, то Prius Альфу рассматривают уже серьезные люди, там, от 30 лет, там, ну и в гору пошли, там, пенсионеры покупают себе такие машины, они очень нравятся. Вот. Она очень крепкая, у нее ходовка крепкая. За батареечкой только следите, все. Батарейка, система вся полностью от Prius 30 у нее. Все однотипное. Вот. Как-то так. Печка у нее, вот консолька очень классно сделана. Здесь такой типа рычажок. Можно вот так прибавлять. Хоп, зашел, температуру поправил. О, салонный фильтр грязный здесь. Зашел, этот поправил. Здесь же температура у него выходит, за бортом какая, кондиционер. Ну как-то классно все сделано так. По-человечески удобно. Быстро раз-раз климат настроил. Не надо тебе там никуда заходить, как вот допустим в сети 200 там H, там надо заходить в компьютер бортовой, тыкаться, мыкаться, короче, вот этим джойстиком управлять. Очень это долго, очень это неудобно на самом деле. Вроде бы смотрится так технологично, красиво, а на самом деле нужна просто человеку простота. Зашел, чик-чик-чик, быстро раз настроил, все, и поехал. Больше нам ничего не надо. Это как вот простота, как говорится, залог успеха. Вот. Все кнопочки у него информативно. Здесь раз поставил на аварийку. Кнопка управления питания. Вот здесь у него получается. Переключение кулиса очень удобно. Никуда не мешает, нигде не торчит. Маленький рычажок, джойстик, в общем. Вот такая Альфа она. На самом деле очень классная тачка. Кто хочет себе купить гибрида, кто семейный человек, кто занимается каким-то бизнесом, кто, в общем, человек такой, который все время где-то что-то работает, либо семейный человек, ему надо много чего возить, много перевозить людей. Здесь можно багажник поставить, да, вот сюда вот, и все, и вози, что хочешь. У него там сколько объема, наверху можно возить. Кармашки всякие, вот такие вот удобные. Что-то поставить, да вообще без проблем. Все, батареечку мы зарядили. До последнего зарядили мы ее. Экономайзер у него тоже удобный очень. Классно смотрится. Ну, то есть тачка мне очень нравится. Ну все, это я ее похвалил. А теперь расскажу, какие у нее есть недостатки, грубо говоря, да? Так, недостатки все те же самые, перешли к нему от 30-го Приуса. Это копия 30-ки.
Тот же самый система EGR надо чистить раз в 30 тысяч километров. Свечи надо менять. Ну, хотя бы, если это свечи будут оригинальные, они будут ходить 150 тысяч километров с завода, которые. Если это свечи уже купленные в магазине, они будут ходить 1050, не больше. Это если я имею в виду хорошие марки, оригиналы какие-нибудь, Денса там, что-то такое. Если они не паль, они будут 50 ходить без проблем. Если свечи китайские, скажем, какие-нибудь линксы, что там у нас еще идет, торчи и все такие вот, ну, марки, грубо говоря, да, дешманские свечи по 1200, там от 500 рублей они идут и выше, короче. Эти свечи ходят до 5, до 10 тысяч километров, ну, может быть, 20-ку они отходят, это очень даже сильно повезет. Вот, поэтому кто покупает свечи и говорит: ой, да такие же свечи и все такое. Нет, качество другое. Качество материалов абсолютно разное и много-много чего разное. Поэтому подход к свечам должен быть серьезный, если вы хотите на них ездить без проблем большое количество времени и не так часто менять. Если вы согласны менять свечи каждые 10 тысяч километров, ну, то есть ценовая политика такая, что ты чуть-чуть сэкономил, да, грубо говоря. Ну, сколько стоят паленые свечи? Ну, 1200, да? Сколько стоят оригинальные свечи? Ну, 2500, 3200 сейчас свеча. И та, которая хорошая свеча, она отходит примерно в 3-4 раза больше, чем паль. Поэтому экономия по деньгам опять же есть, существенная. То есть нужно покупать, наверное, все-таки, чем ты качественнее будешь свечки покупать, тем ты будешь больше себе денег на самом деле экономить. А не так, что ты будешь экономить и там покупать раз в месяц свечи по те же самые 1200, ты их 10 раз купишь, уже считай, сколько денег потратил. Так что экономия, она вот такая на самом деле. Это я могу про свечки сказать. Что еще? Про Prius Альфу дальше продолжаем. Батарейку надо обслуживать постоянно, так же как в 30-м Приусе. Ну и все, ходовка у него ровно такая же. Все те же самые проблемы у него от 30-ки. Вот. Сейчас я захожу, буду просаживать батареечку. Ну вот, что я хотел, в принципе, сказать про Альфу. Сейчас я делаю диагностику этой Альфы. Просаживаю ей батареечку. Смотрим. Контакты у нее окисленные. Что еще? Посмотрим, какое количество времени она выдержит у нас на просаде. Ну и какие пары у него пошли вниз. Это все я сейчас буду смотреть. А пока покайфую, так полежу в кресле. Ну, вообще реально, кресло у него очень классное. Поддержка боковая. Места много очень. Подочечники еще есть. Вот это вот вообще крутая вещь на самом деле. Не у всех есть автомобили. Зеркала с подсветочкой. Место под кредитки есть. Ну это я говорю, это автомобиль по сути сделан для коммерческого использования. Он был продуман так. У него вот здесь бардачок, здесь бардачок. Вот. Ребята, кто с запада, кто Московская область, кто вот эти вот областя, вот посмотрите, какие машины делают японцы. Вот я вот смотрю там по телевизору, ну, много у вас, конечно, машин сейчас, китайцы зашли в основном, но в принципе, как бы, вот такие машины качественные делают япошки. И я думаю, такие тачки надо покупать, а не эти Лады Гранты пока. Пока они, вот эти вот машины, они сырые совсем. Пока они научатся наши делать нормальные машины, я буду хвалить японский автопром. Вот это уже было сколько? Это наши предки 90-е годы так делали. В 90-е годах хвалили японские машины. В 2000-е годы это все было. И мы уже сейчас, уже в 24-м году, и один хрен япошки от нас, ну как бы вот они весь мир победили, получается. А наши там пытаются 50-х годов машины выпускать. Ну, я не знаю, когда этот уже кончится, когда уже потянетесь все-таки за каким-то хоть качеством. Вот эта машина по сути простая.
В ней нету ничего особенного в плане, если ее сравнивать с каким-то мировым рынком, там, германскими автомобилями, немецкими, там, BMW, Mercedes. Те, конечно, уже вперед ушли намного там в плане своей технологичности, там. Но эта машина абсолютно простая. Она создавалась для среднестатистического человека Японии. Почему мы не можем выпускать ровно такие же машины? Вот. В принципе, пластик обычный. У нас что, пластика нету? Это вообще, говорят, собираются все материалы вот эти вот. Они все экономически собраны из переработанного материала. Это пластик, бутылки. Это вот все, что идет на второй рынок, получается. Это все создано из этих материалов, по сути, дешманских. Нету уже элемента дерева, как это было раньше в 2000-х годах. Нету никаких вот этих, даже что-то, если под дерево вставочки какие-то, это все будет пластик просто распечатан на 3D принтере, там, я не знаю, и какая-нибудь, как она называется-то, печать-то, это аквапечать или как она называется, сделано все так. Сейчас с аквапечатью можно забабахать и под мрамор, и под дерево, и под дуб, и под все, что хочешь. Поэтому это просто декор, больше тут ничего нету. Так, батареечка у нас продержалась почти что 3 минуты 52, еще держится. Батарейка нормальная, емкость у нее хорошая. Сейчас будем смотреть. Ну, контактики поправить надо будет, грязненькие будут, окислы по-любому. Ну и посмотрим, какие пары у нас вниз ушли. Разбег у нее 20, почти что хороший. Тусовать ее походу не придется. Ну, хотя сейчас посмотрим. Мы еще угоним сейчас. Еще немножко угоним. Вот, что еще про Альфу рассказать. Вот этот меня прикалывает. Вот эта вещь. Вообще удобно сделано, четко вообще. На 30-ке что-то не помню, такого, по-моему, не было. Вот. А так, что еще? В принципе, все удобно. Мультируль вот есть. Можно магнитолой управлять, переключения. Трипом можно здесь управлять. Полностью экраном можно вот этим вот компьютером управлять. Вот. Стрелочками, раз. Тоже удобно. Никаких джойстиков, именно стрелочками удобнее, кнопками вот этими прорезиненными. Да, бывает, кнопки эти ломаются, но тем не менее они прорезиненные, долго очень работают, все хорошо. Вот графика какая уже сделана у этой Альфы. Это уже рестайлинг получается. Красивая машинка, Альфа нарисованная, батареечка, работа двигателя, как идут заряды потоками, стрелками. Сейчас от двигателя идет заряд у нас. Ну, классно вообще сделана вообще машина. Двигатель 2Z FXE у нее обычный, такой же, как у Приуса. Вот такие, ребята, дела. Такие японцы машины делают. Сейчас мы его обслужим. Батарейка у нее в хорошем состоянии, емкость у нее есть. Просто надо обслужить контакты, от пыли продуть и все. Ничего тут больше делать с батарейкой не надо. Тусовать не придется. Почему? Потому что очень хорошие результаты по диагностике показала. Сейчас мы ее полностью зарядим, набьем и будем ее снимать скоро, батарейку. Ладно, что, все, диагностику прошла машина. ЕГР вроде не сильно забитый. Свечи посмотрю, ВВБ обслужу, дроссельную, ну и этот, как его, масло сейчас солью. Сразу в коробке масло первым делом поменяю. Так вот, смотрю масло на этой Альфе. Масло просто ужасно черное в коробке. Оно в жизни никогда там не менялось. Оно уже как не гроб. Такое масло черное просто. О. Просто жесть вообще. Оно ни в жизни не менялось тут никогда.
Да, вот это да. Вовремя приехал менять масло. Коробку буршитал свою. Вот такую заслоночку сделал. Грязная была вообще. Почистил, сейчас буду ставить на эту альфу. Вот. Ну все, в принципе, масло поменял, свечи новые поставил. Свечи егошние тоже были не очень. Там стояли 16 FR какие-то, короче. Я по каталогу поставил 20 HR 11, который будет ездить на родных свечках. Все, буду снимать батареечку с этой альфы сейчас. Ну, по салону вижу, что грязненько, пыльненько очень сильно. Грязи, наверное, будет очень много, скорее всего, именно в вентиляторе. Вставку даю такую, короче. Ну вот, сейчас буду отключать, снимать, чистить контакты, пробудовать от пыли. А так вот, смотрите, какая красота. Какой большой просторный у нее салон. То есть, по идее, вот это ровный пол, ниши. Здесь можно что хочешь грузить, даже запаску можно, у него предусмотрено место под банан. То есть вообще классно. Багажник, органайзеры, все вообще просто здоровое. Вот такие всякие для вязки сделаны. Можно буфер привязать на вот такие вот эти штучки есть, короче, у него везде. Классно. Розетка сзади есть у него. Все продумано, все для людей, все по-человечески. Самый лучший, наверное, минивэн в этом классе. Вот именно в этом. Че бы я взял бы, Виш или Альфу, конечно, Альфу бы взял бы, по-любому. Вот конкурентам только может быть бензиновый Виш. Шаттлы нароботизированы на вариаторе. Да, я думаю, не конкурент, наверное, по салону, скорее всего. Так, по внешке, да, они покрасивее там в плане. Ну, лампочки там у него внутри горят. Все зелененькие, моргает. Там, конечно, графика там прикольно. Но здесь все намного проще. Но зато все нужно. Для чего эта машина нужна, она все выполнит. Перевозка — это ее задача. Людей, шкафов, холодильников и все что угодно можно на ней привезти. Ну что, вытащил батареечку с этой альфы. Вот она, батарейка. Кулер весь забитый, грязный. Так что не зря вытащили. Контакты, да, по-любому грязные. В окислах, наверное. Че, братан, масло грязное было? Да, вон оно, в принципе. Черное, да? Такая. Ну да, черненькая. 6000. Ага. Че, заслонка грязная. Сальник бежит на этой машинке у нас. Сколько пыли будет сейчас. С контакта вообще более чем. Ну, начали немножко, вот чуть-чуть черные есть его окислы. Но, в принципе, они в нормальном состоянии. Батарейка не старая. Видно, что состояние. Ну вот зеленый пошел. Контакт один. Тут тоже зеленый. Сейчас мы их почистим, и все будет нормально. В общем, ребята, вот что хочу сказать. Вот эти альфа 7-местные, они были еще 7-местный вариант на литий-ионной батарее. Там вот точно такие же литий-ионные батареечки. Мы сейчас будем эти литий-ионные батареечки ставить сюда. Ну, то есть переделывать обычную батарею в альфовскую. Можно сделать любую, в принципе, батарею, аковскую и все остальные. Вот. Кому надо, обращайтесь. То есть есть у нас элементы литий-ионные. Под заказ сделаем. Сделаем под заказ. Батарейки выглядят ровно точно так же. Ничего переделывать не надо, колхозить не надо. Каждый элемент, он получается, он имеет как бы систему защиты от перезаряда. Он также балансировка у него присутствует, поэтому эти батарейки будут, скорее всего, очень сильно живучие. То есть это литий-ион, ходит на Хонде 500 тысяч километров, допустим, хондовские это литий-ионы, а это родная тойотовская литий-ионный элемент.
То есть мы сюда будем ставить родные тойотовские элементы. То, что они продумали. Вот. Батарейки, конечно, они будут у нас стоить, ну как стоить, они будут примерно как контрактная батарейка. Ну там в районе где-то 250 тысяч рублей будет батарея стоить. Сейчас родная заводская вот такая новая батарея стоит 250. Ну и новая литионка, она будет, конечно, в приоритете. Она будет покруче. У нее срок службы уже получается дольше. В 2 раза дольше. Потому что эти батарейки ходят где-то 220 тысяч километров на вот этих машинах. А те будут ходить уже по 500. Вот. Как на хондовский литион. Он очень сильно крепкий. Вот. Перегревов литий не боится особых. Литий боится только перезаряда. Но вот эту систему мы победили как бы именно заводскими. Поэтому кому нужны будут такие батарейки, обращайтесь. Кто подумывает купить себе контракт, даже не задумывайтесь. Чуть-чуть переплатите немножко, там 10-20 тысяч рублей. Контракт стоит где-то 200 сейчас, вот 180 там. Ну кто за сколько что найдет. Но лучше чуть-чуть переплатить, поставить абсолютно новые литий-ионные элементы. Вот. И эта батарейка будет ходить и ходить. 2 года гарантии на нее, на эту батарейку, в принципе, на литий-ион. И думаю, что они будут бегать и бегать нормально. В общем, обращайтесь, ребята, ставьте нам лайк. Будем как бы уходить от гидридов. Ну, у кого батарейки гидридные еще живые, катайте, докатывайте, следите за батареечками, и все будет нормально. В принципе, как-то так. Все. Очищаю все. Шины. Сейчас буду откручивать кулер и продувать. Ох, ни хрена. Ну она мененная. Ее кто-то менял, эту тормозуху. А Мы чё, её как? залили на грязь, короче. Понял? Ну, то, что там грязь была, просто долили и все. Из бачка ничего не выкачивали, походу. Ну, грязи много, да. В принципе, как бы фрит твой надо подобслужить. Машинка хорошая, нельзя такую забрасывать. Двигатель можешь мыть вообще спокойно, тоже ничего бояться не надо. Запениваешь, все моешь, все нормально. Вот. Моется, Макс он свою моет. Моется она когда герметично. Герметично, когда Нету все. ДТП, да, нет. Еще что-нибудь, коса в нормальном состоянии. Ну а так, фрит такой вот Можно классный. мыть вообще без всяких нас. С рейлингами. А если есть какой-то ДТП или еще что-нибудь. Шведские какие-то, да, рейлинги? Крутые. Они же дорогущие, капец. Туры. У меня такие тулы. На субсидии стоит багажник, короче, такой же фирмы. Он дорогущий. Всяких ништяков много. Но, вот так вот. Фридяра здоровый. Пробег 158 тысяч. Вот такой салон вместительный. Ну-ну. Все, понял. Так. Ну, она минут 10-15, наверное. Ну, а тут у нас приехал вот такой везель. Красавец на замену антифриза. Машина РС. Сливаем антифриз старый. Будем заливать КСЛ. Вот такой вот. Уже идет 17-й год, трехглазый. На линзах, 2 линзы у него здесь. Светодиодная подсветочка. Да, прикольно смотрится. Фары мне хондовские очень нравятся, красивые. Очень классно сделали. Комплектация РС-ка. Здесь у него, ну, тут интересно, у него кожаная вставка. Здесь у него алькантара. Вот что алькантара вот это затирается очень сильно, с ней аккуратно надо. Я бы вообще, наверное, тут какие-нибудь накладки бы делал бы. Ну и чистить надо, химчистить специальной пеной. Тогда она нормально работает. А так, короче, ухаживать за алькантарой надо очень сильно. Привередливый материал. Вот заменили масло в вариаторе шаттлу. Бросили заслонку, почистили. Сейчас стоит на обучении. Вот. Параметр еще пока не завершено. Заслонка уже на 0. Коэффициент заедания. Все, потом пройдем калибровку вариатора.
И на этом все. А так вот такая тачка прикольная. Такое табло у него. Тахометр есть, что хорошо. Кнопки климата. Удобные, кстати. Здесь у него включение кондиционера. Плюс-минус. Можно добавлять температуру. В этом режиме менять. Режим авто. Он выключить. Можно вентилятор. Скорость прибавить. Магнитола у него идет встроенная, своя японская. Что тут еще? Ну, вообще прикольная тачка. Нормально. Очень вместительная. Вот такая вот она вся. Нормально очень. О, Макс чистит от старой прокладки поддон. Ну вот он поддон. Магниты достал уже, да? Вот они чистые. А ты уже почистил их? Вот. Так вот они грязные бывают. Вот здесь вот вся тоже фрикционная пыль собирается на них. Под магнитами тоже все это надо вымывать, если они разбираются. Так вот мы меняем, в общем-то, масло в вариаторе. Сейчас все помоет, все на место поставит. Будем заливать. А я чищу дроссель на вот этой тачке, на этом красавчике. Вот, жесть, конечно. Ну, антифриз поменял ему, обслужил машинку. Ну, он говорит, 40 отъехал. Черненькая? Ну, нормальное состояние. Не перекатал он его. В принципе, масло. Ну, тут, что тут у него? Ну, я бы не сказал, что так сильно. Есть грязь. Ну, чуть-чуть. конечно. Вот фрикционная пыль, которая с этого Магнитит. магнитится. Но на магнитах тоже она будет сейчас. Ну, Будет доставать Макс. конечно. Так что вот такие дела. Вот эта фрикционная пыль-то, она-то и опасная. То есть, когда она под клапана забиваться начинает, вот она-то и создает эффект. Не хочет потом въехать в вариатор. Короче, приехал к нам вот такой шаттл. Пропуски по зажиганию, первый, четвертый цилиндр. Ошибки выдает гирлянды. Вот, так что не только у Визелей такие проблемы есть. Вот клиент купил ПЦВ клапан вместе с коллектором впускным. Я так понял. Сколько ты говоришь за него отдал? 5? 15? Да ты чё? Да надо было просто ПЦВ клапан купить и все. Отдельно не продают? Да? Вот гады. Ну, тут они много чё. Вот. 15-ку можно было нахуй движок купить так-то, да? Да не, движок бы не купил бы. Движок 30 стоит где-то примерно, 25-30. Да, ну я... Ну у него смотри. Смотри, кольца зато какие ему подогнали, четкие. Вот это одно колечко стоит 2000 рублей. Просто если покупать его в магазине. Да. Вот. Они хорошие прям кольца. Поэтому это большой плюс. Ну еще, считай, коллектор. Нормально. Поставим. Так, вместе с... Ну-ну. Вот этот ПЦВ клапан у этих Хонд, это болезнь конкретная. Постоянно этот шланг вот так передавливает. И все. Он не работает. Из-за этого тоже может быть много чего проблем. Так что вот такие дела. Вот сейчас мы будем все это делать. Потом Макс сейчас доберется до клапанов. Отрегулируем клапанишки. Посмотрим, какой грязный, не грязный впуск. Может быть, придется впуск чистить. Вот. И так будем пробовать все эти моменты убирать. Форсунки здесь хорошие стоят. Месяц назад контрактные ставили буквально. Но проблема не ушла. Все равно пропуски идут. И пропуски... Меньше стали, но все равно пропуски. И могут из-за чего еще быть? Подсос воздуха. Жесткий подсос воздуха. А где бы он тут мог быть? Пускного коллектора может быть из-за... Ну а где он был? Там бы мог бы быть. Чего-то этих резинок нахуй. Так его не снимали коллектор с завода. Не, я понимаю, если ты коллектор... Как не снимали? Снимали? А что делали?
Ну ты же говоришь, форсунки меняли. А, точно, когда форсы меняли, да. Ну, у него резинки хорошие были. Резинки у него четенькие, поэтому пропуска вот по коллектору не должно быть. Дросельная заслонка чистая, в принципе. Так. Форсунки мы меняли, по-моему, колечки новые ставили, да? Эти, уплотнительные. Да. Да, ты покупал же, я же сказал же, да? Ну все, там проблем никаких не должно быть. Так что подсос воздуха я тут вообще отсекаю сразу. Так. Я лучше двигатель, что ли, менять. Вот так она стояла. Угу. Сейчас скажу. Вот такое масло заливали ребята, видать. До этого шагал двигатель на каком-то масле. Идемицу? Зепро. Ну вот Зепро. Хваленая. Хотя не факт. А ты, получается, купил, точно знал, что оно всегда ездило на Идемицу, да? Да. Может, какой-то другой заливали до этого, нет? Ну, сначала единицу, потом перешел на Honda оригинал. Honda оригинальная, да? Ну. Сейчас же ты Molly Green заливаешь? Сейчас нет. Нет? Ты на Хонде ездишь? Ну это пиздос. Либо это паль какая-то. Либо чё. Но я тебе советую вообще его помыть. Двигатель. Со 109-кой надо мыть будет. Да тут вообще, конечно, 109-ка может и не справиться с таким нагаром. Тут надо гринолом вымывать его, по идее. Да вообще бы, конечно, блядь. Не заниматься этой херней, наверное, двигатель заказать. Если... Хотя, знаешь, я встречал двигателя, которые ездили на Эдемицу, у них не было такой хуйни. Ты сейчас только первый начал? Да, только первый. Но не сильно пока, да, короче? Но. Но отклонения есть. Ну не такие уж огромные, конечно. Ну от чего пропуски могут тогда идти? Пропуски. Ну, там, что могу сказать, это хуя с чего могут идти. Ну вот сейчас вот этот клапан, да, поменяем. Угу. По клапану уже что-то будет, что-то другое. Двигатель вообще залаченный капитально вообще. Вот оно. Все валы полностью вот такие. Может быть и зазоры. Сейчас меньше сделаю. Получше будет, пропуски может меньше будет. Ну, помыть его надо, это однозначно. Ну он так-то шумновато, конечно, работал, но из-за чего? Вот из-за этого Ну, хуя. сейчас найдешь. Найдешь клапана по-любому. Я такой двигатель давно не видел. Приусовский последний раз, помню, видел такой. Черный. Вот так. Ты на себя посмотри, ты же черный как сволочь, да? Как брат 2. Ты Майдадыра читал, говорит? Да ты на себя посмотри! Черный как сволочь! Ты мой дадыр читал? Да. Выпускные, ну тоже такой охуенный так-то зазор. Да? Ну, чересчур, конечно. Ну, пролетает вообще. Вот, промываем двигатель этому агрегату, залили промывочного масла, залили химию специальную для промывки двигателя. Сейчас колмотить будет она у нас работать, будем весь этот нагар отмывать. Сейчас будем сливать масло, залил свежее масло, свежий фильтр закрутил, посмотрим, какое она будет после часа работы. Что, после часа работы сливаем масло. Биточек сейчас как уебет. Но Мало не покажется нахуй. Наверное. по-любому аккуратно руки убираем.
О, чернючее. Было как новое. Ну, новое, свежее. Жестко почернело, ну. Час прошел, ёпки. Ну вот, помыло хорошо, значит. Отлично. Фильтр у него что тут? Оставляем, да, или что? Не, зачем? Этот откручиваем, менять будем. Свежее масло сейчас будем заливать. Походу, ага. Ну, Андросик, какой у тебя грязный. Жестоко прям. Все в нагаре. Сверху тоже где-то Ржавый под весь, водой да? был, нахуй. Да не, это походу соль. Не, ну смотри, она вся... Соль похавала. Типа, Ну, тоже. соль Ну, похавала. она может это где-то... Это все кокс. Жесткий прям. Кусками прямо. Вот это вот все куски. Вот слой. Ну а что стало? Что было, что стало? Шлака уже нету. Клапана уже чистые. Блестят. Достал батареечку. Батарейка очень грязная. Вот такая вот вся забитая пылью. Сейчас кулер все будет сниматься, продуваться. Сейчас посмотрим, какие контакты на ней. Грязные по-любому. Батарейка-то ни разу не разбиралась. Все на местах, на штатных. Датчики я чуть-чуть перенесу. Также стоят контакты в окислах. Все вот таких вот страшных. Сейчас будем все это дело чистить, отмачивать. Так, продуваю батарейку. Все это летит, короче. Контакты напидоренные. Вот они чистые все. Сейчас будем ставить. Работаем. Вот такой вот в обслуживании Honda Fit Shuttle. Макс тут поменял 2 кислородных датчика. Сейчас заслонку обслуживает. Масло поменял уже, да? Вот так вот обслуживаем тачку. А я обслужил тем временем Филдера. Батареечку ему обслужил от пыли. Почистил контакты. Почистил тоже противоокислительный комплекс сделал. Также была система EGR почищена. Дроссельная заслонка. И впуск с клапанами тоже весь почистил. Вот. Был очень сильно грязный впуск у него. Клапана засранные. Поэтому нормально машинка сейчас поедет, заживет, конечно. Совсем по-другому. Работаем. Сегодня машин много было. Не все снимаю. Ну, как бы времени нету все снимать прям.
А так тачек было на диагностике много. Был везель. Везель. Потом был шаттл сразу за ним. Мгм. Вот еще шаттл. Потом 2 приуса у меня было. Два Приуса. Ну, короче, сегодня мы работаем по полной программе. Достал помпу с этого приуса 30-ки. Смотрим, что здесь у нас творится вообще. Момент истины. Сейчас будем раскупоривать эту помпу и смотреть ее состояние. Ну вот, помпа. Вытаскиваем. Вот такая вот тема. Вот, треснутая крыльчатка. Конечно, как она будет работать, она закусывает. Сейчас будем ставить новый картридж. И машина у нас снова поедет. Нормально. Вот. Все. Сейчас закрутим, зальем антифриз. И все будет четенько. Удобно.